понятных не имеешь ты. Я не имею? Да, не имеешь. Коль режиссера слушать не умеешь, и вперебив ему, так нагло смеешь вставлять вопросы. Ладно, я молчу. Твоя задача слушать режиссера, а режиссер тут я. Поэтому сейчас услышь меня и мне скажи, блин, быть или не быть? Чего молчишь? Я реплики не понял. Чего тут непонятного? Скажи мне, быть или не быть? Я думаю, коль хорошо подумать, не мешкаться и глупостей не делать, и режиссерски мыслить так, как нужно, актерам все задачи объяснять, и цели их не слишком усложнять, в зависимости от игры актеров, а их игра – работа режиссеров. Короче, если мыслить так, как нужно, а не тупить, коли разум перегружен, стараться все нормально объяснить, то вам, как режиссеру, можно быть. Ты умного не строй, заткнись и слушай. Я тот, кто ставит пред тобой задачу. Конфликт созрел, я цели обозначу. Не для тебя, а для того, кем ты на сцене быть обязан в этот миг. А потому свою, убавив прыть, скажи мне просто, быть или не быть? Имея я больше опыта на сцене, хоть и работаю уж много лет, я бы незамедленно ответил нет, но вы, конечно, мне, найдя замену, его начнете мучить ежедневно. И он в непонимании, быть может, решит, что жизни срок напрасно прожит. И, пожалев о выборе профессии, вдруг потеряет к жизни интерес. И вас понять, стараясь как актер, поймет, что с вами трудно говорить. Настолько вы глупы, как режиссер, что таковым вам лучше бы не быть. Я, сделав вид, что глупости твои не слышал, речь как режиссер продолжу. Как человек сейчас ты прав, возможно. Теперь же как актер меня пойми. Иначе не видать тебе зарплаты и премии в 13-м квартале. Так вы же мне в жизни премии не давали. Так что же ты не нанял адвоката и не забрал все премии свои за эти годы? Все! Закрыли эту тему. Не добавляй еще одну проблему ко всем, что ты и так уж накопил. Вот если б ты, как Гамлет, говорил слова, что ты обязан говорить, тогда б ты понял. Быть или не быть?